Здравствуйте, в эфире Аркама. Главный продукт здравоохранения– это здоровье людей. Без здоровой нации и государства ничто. Продолжим разговор о нашем здравоохранении с министром здравоохранения Будва Эдуардом и исполняющим обязанности главного врача Сухумской республиканской больницы Хатхо Эриком. Нам с Анной Гуни сегодня помогает коллега из «Спутника» Лаша Гугоня. Всем огромное спасибо. Говорю очень искренне, потому что, Эдуард Валерьянович, мой телефонный звонок застал вас в дороге, когда вы возвращались с рабочей поездки в Москву. Спасибо за оперативность. Не все чиновники отличаются этим качеством в взаимодействии со СМИ, я имею в виду. Какие главные новости? С чем вы приехали с рабочей поездки? Я был приглашен в качестве почетного гостя на коллегию Роспотребнадзора. 100 лет службы было. На полях коллегии было подписано соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией Роспотребнадзором в плане санэпидблагополучия. Это вопрос стоял еще в рамках гармонизации, тех вопросов, которые идут по гармонизации. Далее, если коротко, у меня было там несколько встреч запланировано. Эта первая встреча была с директором Российской детской клинической больницы Еленой Петрякиной, доктором медицинских наук, профессором, главным нештатным эндокринологом Департамента здравоохранения. Переговорили о том, чтобы мы получали помощь нашим детям, оказывали в российской клинике, в Российской детской клинической больнице, которая располагается в городе Москве. Показали здание, показали, как они работают, показали телемедицину, договорились о том, чтобы наши граждане, имеющие российский полис и имеющие российское гражданство, также после консультации мы могли госпитализировать в российские клиники. И еще один немаловажный вопрос вставал, когда нету российского гражданства, нету российского полиса, есть абхазские документы. Мы проговорили, и сейчас в стадии формирования договора юридического для того, чтобы наши граждане могли туда также на консультативную помощь обращаться и за экстренной, и за плановой госпитализацией. Готовы, как я понимаю, как мне объяснили, есть специализированные фонды благотворительные, которые могут взять этот груз ответственности финансовой на себя, чтобы наши граждане, детишки, которые поедут на лечение, для них это было бесплатно. Вот эта ситуация сейчас в стадии формирования юридических вот этих моментов. Далее я попросил, медицина идет вперед во всем мире, и вопросы телемедицины, они очень актуальны в данное время, поэтому я попросил привести меня в кабинет, где проходит телемедицина, студия такая большая. Значит, в тот момент там, между прочим, проходила консультация с одним из регионов Российской Федерации, где сидели на конце в регионе врачи, которые докладывали ситуацию ведущим российским специалистам Российской детской клинической больницы. И здесь был консилиум, коллеги наши также обсуждали вопросы лечения и тактики лечения больного. Поэтому в этом направлении тоже хорошая работа. А что в ближайшее время из этих планов будет реализовано? Все будет реализовано. Мы уже стараемся все эти вещи воплотить. Ну, я так понимаю, что это в ближайшее время. И второе, значит, встречался с Анатолием Гулиным, это первый зам руководителя хирургии катастроф. Сегодня вы знаете, какие сложные времена во всем мире. Если будут какие-то ситуации, такие требующие незамедлительного принятия решения в плане транспортировки тяжелых больных, вывоза, в этом направлении мы тоже переговорили. Это очень важное направление, которое очень востребовано. Иногда такие случаи бывают форс-мажорные, когда это направление хирургия катастроф, она очень важна, и в будущем, вот сейчас забегая вперед, может, это я в первый раз говорю, в Абхазии, мы тоже планируем создание такого направления, как хирургия катастроф. У нас много ДТП, у нас много форс-мажорных обстоятельств, которые требуют незамедлительного принятия специалистами именно вот решения на месте ДТП. И третье, я встретился с академиком, директором института Чазова Сергеем Анатольевичем Бойцовым.
переговорили о кардиологической службе. Вы знаете, это ведущее учреждение Российской Федерации в плане кардиологической помощи. Обсудили вопросы, как у нас стоит вопрос кардиологической службы, делаем ли мы коронарографию, стентирование. Я говорю, нет, у нас этого направления пока нету, но мы также планируем в этом направлении двигаться вперед. Договорились о том, что вот через какое-то время российские специалисты из центра имени Чазова приедут в Республику Абхазия, посмотрят, как работает наша кардиологическая служба, посмотрят наши стационары, отделения, где оказывается кардиологическая помощь. Если коротко, вот эти основные моменты моего визита в Российскую Федерацию. Вы начали с, можно сказать, детского здравоохранения. Кстати, мы как-то собирались обсуждать этот вопрос. Он, наверное, этот вопрос очень даже актуальный, но хорошо, что вы уже начали этим вопросом заниматься. Я надеюсь, что мы к этому вопросу тоже подойдем и, наверное, в деталях потом обсудим. Да, вот коротко могу дополнить. У нас была недавно ситуация, я не буду называть фамилию, был мальчик, который попал в ДТП, 7 лет, находился в тяжелом состоянии с тяжелейшим ушибом головного мозга. Мы провели консилиум в республиканской больнице в реанимации, попросили наших российских коллег из ведущих учреждений страны, нейрохирургических служб, вот, Салан Батрасовича попросили, включились, обсудили тактику лечения, назначения, вплоть до по всем этапам, и на сегодняшний день мальчик готовится к выписке. Да, в последующем потребуются, наверное, и реабилитационные мероприятия какие-то, но это уже вторым этапом. Вот по детскому здравоохранению вы сказали, что будут изменения, и еще в дополнении хорошая новость, что будет новая детская больница. Да, по инвестпрограмме она заложена на территории республиканской больницы. Вы знаете, мы уже об этом говорили у вас на эфире также. Да, мы хотим создать большой клинический городок на территории республиканской больницы, где будет оказана как помощь будет оказываться как и взрослому населению, так и нашему детскому населению, потому что это все на одной единой территории, если будет находиться, это будет удобно, и это будет, я думаю, правильно. Спасибо большое. Вот, да, к детскому здравоохранению не сегодня, так в следующий раз мы все-таки подойдем, потому что там, наверное, есть и большие проблемы, связанные с профилактикой. Вообще профилактика больше всего, наверное, у нас в республике хромает. Ну, в других странах, где медицина хорошо себя чувствует, скажем, там, да, там в основном все и начинается с профилактики тоже. Вот, поэтому этот вопрос обсудим отдельно. Что касается телемедицины, я пока реагирую вот просто на ваш рассказ, очень интересный, кстати, вот, информация интересная. О телемедицине. Совершенно случайно недавно встретилась в городе с главврачом скорой помощи Асланом Джопуа. Ну, мы сразу же, понятно, о проблемах заговорили. И вот как раз он поднимал эту проблему телемедицины, чтобы, понятно, когда мы глобально это будем здесь внедрять, но, может быть, даже надо начать со станции скорой помощи, чтобы они пользовались телемедициной, и, может быть, мы тогда быстрее будем спасать людей, у которых там сердечный приступ, абсолютно еще что-то там, да. гипертонические кризы и так далее, и так далее. Это, конечно, очень нужно, и двигаться туда надо очень быстро, и, конечно, хотелось бы, чтобы на многие направления мы не обсуждали вот все время это, куда и как вывозить, куда и как доставлять пациентов, да, которым нужна экстренная помощь, а чтобы мы могли на месте тут оказывать. Не всегда я надо не говорю, вывозить. да, Ирина не Шотовна, всем есть такие моменты, когда наши врачи все делают абсолютно грамотно. Мы связываемся с российскими нашими коллегами и говорим о той тактике лечения, о тех назначениях, которые были выполнены нашими коллегами, правильно? И мы же совместно принимаем решения. Наши коллеги российские говорят, да, в этом направлении вы абсолютно правильно действуете. Если мы возьмем кардиологию, мы же все прекрасно понимаем, что как раз-таки кардиологически больные – это люди, которым бывает, что нужна очень экстренная помощь, да, когда вот в течение, там, я не знаю, получаса, часа, 2 часов надо спасать человека, а за это время точно мы вывести его никуда не сможем и так далее. Но если у нас здесь не будет возможности ему помочь в этот момент, так что дальнейшие действия, они бывают, что абсолютно не нужны.
буквально недавно кардиологическая служба в республиканской больнице, она существовала, но кардиологи не дежурили. Вот, когда, значит, я приступил к обязанностям, мы вывели эту службу на круглосуточное дежурство. То есть у нас они интегрированы в отделение сердечно-сосудистой хирургии, да, нашего республиканской больницы. Были штаты, были люди, но то есть больница по факту была без кардиологов. Теперь кардиологи вышли на круглосуточное дежурство, и у нас сегодня это направление неотложной кардиологии, оно является таким хорошим уже подспорьем для наших больных. Далее, мы что собираемся делать? Мы хотим полноценная кардиологическая служба в любой больнице, неважно в какой, существовать не может без палат интенсивной терапии. Что такое палата интенсивной терапии? Это где лечатся тяжелые кардиологические больные. Они должны быть разделены по, значит, половому признаку, да, мужская, женская палата. И, естественно, они должны быть оснащены соответствующим образом. И технически, и медикаментозно тоже. Мы надеемся на то, что в следующем году нам удастся запустить палаты интенсивной терапии, их дооснастить, чтобы отделение заработало в полную силу, а уже через год, вот мы с Эдуардом Валерьевичем говорили, мы через год уже мы можем, в принципе, в условиях даже республиканской больницы уже думать об инвазивной кардиологии. Это вот как раз то, о чем вы говорите. На протяжении последних нескольких месяцев обсуждаем вопрос о том, чтобы отправлять наших коллег в самые передовые клиники Краснодарского края. При мне состоялся телефонный разговор между министром и главным врачом Первой краевой больницы, где были обсуждены эти темы, где мы имеем полное понимание, буквально 3-4 человека мы можем в короткий промежуток времени, тогда, когда это понадобится, мы можем отправить, там их встретят, обучат, и у нас уже будут готовые специалисты, которые уже по приезду могут работать у нас в больнице. Но также я хочу добавить, мы можем и приглашать и российских специалистов сюда, чтобы они здесь на каком-то этапе нам помогли, сформировали службу и работали, а наши уже коллеги также потом возьмут эту эстафету. А среди наших целевиков, да, кто вот на лимитной основе, как иначе называют, да, это целевики наши, они же были специально отправлены государством, государство платило за них. Среди вот этих специалистов, которые сейчас работают в России, нету кардиохирургов. И вообще, если есть, то вообще и специалисты других направлений тоже. Вообще надо думать о том, чтобы не все время просить, чтобы россияне приезжали и нам помогали. А они обучались за счет средств нашего государства. И они должны вроде бы вернуться и работать здесь. Есть у нас коллеги, мы знаем, вот, и пофамильно знаем, кто может, как говорится, пойти в это направление, обучиться, получить тот опыт. Во-первых, чтобы работать в кардиохирургии, нужен еще не просто человек, который закончил вуз, а он должен иметь определенный багаж знаний и умений, и практики для того, чтобы работать на этом оборудовании и грамотно, высококвалифицированно делать те оперативные вмешательства, которые необходимы. Эдуард Валерьевич, а вы можете требовать от студентов, которые учатся за счет государственных денег в российских вузах, чтобы они выбирали именно те специальности, которые нужны нашему здравоохранению? Да, но вот на протяжении определенного времени, вот с того момента, как я пришел, и эта работа, если честно, начиналась еще до меня, очень много наших специалистов хотели и выбирали такие специальности, как там стоматология, акушерство, гинекология, там очень много хирургических направленностей. Сейчас мы обучаем специалистов, которые необходимы в республике, это узкопрофильные специалисты. Мы делаем специально на этом деле акцент, мы выбираем, мы объясняем, что нам такого рода специалист нужен в республике. Вот он обучается по этой специальности. Нам нужны очень детские реаниматологи, нам нужны неонатологи, нам нужны детские реаниматологи, и вообще весь комплекс детских вопросов, он сегодня стоит остро. Наши врачи работают в очень серьезном таком перегрузе. Я помню, было время, я сейчас не знаю, при вас это было, вот интересно, вот закончили они там университет, ординатуру, все у них вроде бы хорошо,
возвращаются, и они говорят, что здесь невозможно устроиться на работу, нас не хотят брать на работу, и якобы они возвращались обратно в Россию. Возможно, что такие факты на самом деле имели место. А вот при вас вот было такое, что специалисты вернулись, но невозможно было их обеспечить работой, и они уехали обратно. Можно, Да, отвечу? конечно. В условиях кадрового дефицита в Абхазии, я думаю, что это практически невозможно. Там, вероятнее всего, были какие-то другие причины. Если значит, такое имело место быть, я не знаю по каким причинам, но я еще раз говорю, республика испытывает недостаток и потребность в высококвалифицированных профессионалах, тем более врачах. Хорошо, спасибо. Давайте вот мы уже вернемся в вашу больницу, поговорим, наверное, о республиканской вот больнице. Хотелось бы, чтобы вы рассказали абсолютно коротко о ваших возможностях, о проблемах и о качестве, наверное, медицинского обслуживания или медицинских услуг, которые вы оказываете. Кто-то может сейчас, кто меня слушает, сказать, что ну не может же главный врач больницы говорит о качестве, да, работы, оказываемых медицинских услуг в своей больнице и так далее. Это будет как-то неэтично, говорит правду и так далее. Но я надеюсь, что мы будем очень близки к правде, потому что люди все равно не понаслышке знают больницу, любую больницу. Больница, как вы все знаете, дорогие друзья, является многопрофильной клиникой. Больница состоит из 19 отделений, 3 подразделений. Здесь консультативная поликлиника, женская консультация. Значит, бывший родильный дом, сегодня именуемый отделением родовспоможения, также является структурным подразделением республиканской больницы. Больница многопрофильная, больница хирургического направления. Почти все отделения, которые находятся в этой клинике, являются хирургическими. Многие из них являются единственными в стране. Вот. Одновременно в нашей клинике проходят стационарное лечение от 150 до 200 пациентов. Стационарное лечение. Мы не говорим об амбулаторных обращениях, об амбулаторных пациентах. Что касается качества оказываемой медицинской помощи, я считаю, что республиканская больница оказывает довольно высококвалифицированную медицинскую помощь. Мы ставим в своей работе акценты на такие вещи, как своевременное оказание высококвалифицированной медицинской помощи. Вот эти два слова «своевременная» и «высококвалифицированная медицинская помощь», они как никогда сочетаются в нашем случае. То есть помощь надо оказать быстро, и она должна быть качественной. Вот скажите, наших нейрохирургов обычно хвалят. Вы, наверное, тоже слышали, да, чтобы не одна тут говорила, да, вот хвалят, да, вот начиная со Свинухова, который спасал многие жизни, их на самом деле очень хвалят. И молодые, которые там работают, о них тоже отзывы очень хорошие. Но бывает, что вот тяжелые больные, там после ДТП особенно попадают к ним и так далее, и они говорят, что мы дальше не можем тут ничего сделать, вывозите. А вот что касается... почему? Что Значит, касается... оборудования нет, чего нам не хватает прежде всего? Почему приходится вывозить? Там вертолет находить, самолет находить и так далее. Вот. Ну, во-первых, конечно, пациенты бывают разные. Самые сложные пациенты – это пациенты с сочетанными травмами. Пациенты с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Вот. Наши хирурги и нейрохирурги, они прекрасно владеют значит, тактикой оперативного лечения, выхаживания пациента, но такие пациенты нуждаются в комплексном лечении. Есть отдельное направление, называется нейрореанимация. Вот. У нас, кстати, недавно такой специалист появился, к сожалению, он на какое-то время уехал в Российскую Федерацию. Мы вот ждем, когда он приедет, будем надеяться, что мы будем с ним сотрудничать дальше тоже. Хотел бы дополнить. Вот сейчас, учитывая, какие у нас автомобили, какие у нас скорости этих автомобилей развиваются, да, травмы, которые доставляют, пациенты, которые доставляются в наши лечебные учреждения, это высокоэнергетическая травма.
Вы понимаете, машины, у которых там 200-300 лошадиных сил, которые набирают максимальные скорости, там сбивают пешеходов или попадают там в ДТП люди, да, есть комплекс вопросов, которые мы сегодня здесь однозначно решить не можем. Понятно. И это факт. И есть клиники в Российской Федерации, которые также не могут в регионах эти вопросы решать и везут их в головные учреждения многопрофильной Российской Федерации. Они же не просто так созданы, да, мы же вот пациента, о котором я говорил, с кататравмой, который упал с высоты 11 метров, таз такой сложности был, что мы здесь его не смогли бы сделать. Его не смогли сделать в Сочи. И подправили его в Краснодар, в Первую краевую. Лично общались с академиком Владимиром Алексеевичем Пархановым, обсуждали тактику лечения этого сложного пациента. В республиканской больнице были такие случаи, чтобы на врача оказывали давление родственники? Какое по давление факту? вы имеете в виду? В каком смысле? Ну вот, когда там не пропускают к пациенту, или же не Спасибо. тот диагноз назвали. Немножко поговорим, наверное, на эту тему более широко. Почему? Что касается того, что не пропускают. И мы сегодня, наверное, я с вашей помощью, воспользуясь возможностями этой студии, еще какие-то вещи я хотел бы проговорить и попросить наших граждан. Мы скоро начнем формировать или же ужесточать пропускной режим в больницу. Для этого уже приобретены турникеты, они уже установлены у входа в больницу. Также установлено около 20 магнитных замков на дверях для того, чтобы мы, как и во всех нормальных клиниках, у нас пропускной режим был адекватным. Что хотелось бы попросить у нашего населения, когда вы говорите, что кто-то кого-то куда-то не пропускает. Будут определенные временные отрезки, когда родственники пациентов будут иметь возможность навестить их. За этим будет следить охрана. И я хотел бы попросить наших дорогих граждан с пониманием отнестись к этому, потому что, друзья, когда вы заходите в одно отделение, хотите проведать своего родственника или друга, конечно, это благое намерение и чаяние, но вы параллельно проходите через все отделения, в которых лежат тяжелые пациенты, пациенты прооперированные, и тем более в условиях пандемии коронавируса это недопустимо. Мы вынуждены и должны, и это правильно, ужесточить пропускной режим. Спасибо. Лаша, Рядом пожалуйста. с мэтрами журналистики встревать не приходится. Конечно, Эрик Эдуардович, наверное, вопрос вам. Вопрос больше касается, наверное, не разбирательства в том случае, когда родственники не оказывают никакого давления на лечащего врача и, в общем, на больницу. В случае летального исхода, например, несколько лет назад в моей семье с моим отцом произошел такой случай, что случился такой исход. Да, к сожалению, отец ветеран войны, кавалер ордена Леона, но при поступлении мы ничего это не указывали, ни в карте. И, значит, мы заехали, то есть привезли вечером, и утром в 5 часов утра нас известили вот о таком случае. Мы не подавали никакую апелляцию, ничего. Я, может быть, скорее всего, буду представлять простых граждан, потому что журналист я узкой специальности спортивной, и, Эдуард Валерьевич, к вам тоже будет вопрос по спортивной А когда медицине. это было? Сейчас как-то? Не, несколько лет назад. назад? И это может случиться с каждым. Просто это как пример. И в таком случае, в случае летального исхода, как ведет себя независимая экспертиза, если независимые эксперты, если не подают апелляцию. Вот как происходит, какая процедура после вот такого Вы имеете исхода? в виду, наверное, судебно-медицинскую экспертизу, да, вскрытие и так далее? Вы это имеете в виду? Да, если, то есть, были ли случаи за последние несколько лет, когда по вине врача произошел такой случай, и как в таком случае, то есть, может административная ответственность или уголовная ответственность, очень интересно. Ну, во-первых, я сочувствую, что потеряли отца. Да, соболезную. Да, очень жаль. Ну, стоит сказать, что отношение к участникам и ветеранам войны у нас особое в больнице. Это наши коллеги и многие наши пациенты это подтвердят. Вот. Когда имеет место
быть случай, и он, к сожалению, со смертельным и со смертным исходом, конечно же, в каких-то определенных, вот, например, в Российской Федерации любой смертельный случай в больнице, он подлежит вскрытию, патологоанатомическому исследованию. У нас, учитывая нашу ментальность, наши какие-то определенные моменты, вскрытие производится в редких случаях. И вы задаете вопрос, подтверждено ли во время вскрытием ошибка доктора и был ли он наказан, я таких случаев не помню. А вообще в наших условиях можно доказать врачебную ошибку? Можно, всегда можно доказать врачебную ошибку. Объясню, если родственники и ситуация такая, что было вскрытие и доказано на вскрытии, что неправильная тактика лечения или неправильное оперативное вмешательство или ошибка врача, для этого и есть эта служба, которая патологоанатомическая, которая ставит все на свои места. Если родственники не подают... Вот, если нет вскрытия, вот как доказать, что врач не прав? То есть, если летальный исход и родственники не имеют никаких вопросов, то есть просто случай зарегистрирован, зафиксирован, вот, да, и все. Вот, и все. Да, вот смотрите, какая ситуация. Да. Просто вот поясню. Получается. Если произошло тяжелое ДТП, и мы понимаем, что человек уже доставлен в крайне тяжелом состоянии. думаю, он говорит Это одна о внезапной ситуация. смерти, Второе да? дело, Нет. когда человек приходит на плановое хирургическое обследование, да, он пришел своими ногами, он пришел Вот здесь именно такой случай был, да. с То есть анализами, вы такого исхода подготовкой. не ожидали? Абсолютно. Не ожидали. А что было? Тромбоэмболия была или оперативное вмешательство было? Нет, не было оперативное вмешательство было, но на своих ногах. Просто интересно, если вот родственники не подают никакую апелляцию, то есть руководству, высшему руководству этот случай интересен, он разбирается Всегда закрытым разбираю. Вот у нас консилиумом. случаи, да. да, Безусловно, он разбирается, когда речь идет о том, что пациент скоропостижно скончался и причина смерти не ясна. Безусловно, проводится разбор этого случая. Он может быть широким. В присутствии он называется общеклинический разбор. Он проводится с участием всех сотрудников больницы. Докладчиками являются лечащие врачи, причем разной направленности. Если это хирургический пациент, то обязательно хирурги. Определяются рецензенты. То есть все в таком академическом направлении проводится разбор, к сожалению, такой один неприятный. Трудно в был наших случай. условиях доказать, честно признаемся, врачебную ошибку. Есть и солидарность докторов и так далее. Мы все знаем. Это очень сложно, правда же? Это Мы один все момент. тут Вторая обсуалзы, ситуация, когда порой да, даже сложно. родственники пациентов нам не дают сделать такой возможности. Эдуард Валерьянович, я, честно сказать, не был осведомлен о том, что у вас был визит в Российскую Федерацию, и, честно сказать, очень впечатлен тем, что у нас может произойти с медициной в обозримом будущем. Я хотел бы коснуться спортивной медицины. Ирина Шотовна сказала, здоровье нации, это, лично для меня это слова-триггеры. Спорт в здоровом теле, здоровый дух. Наши спортсмены, это, наверное, единственные люди практически, может быть, я чего-то не знаю, которые могут представлять нашу страну под нашим флагом на международном уровне, то есть на мировом уровне. Спорт, спортивная медицина, для вас, наверное, тоже не секрет, что она очень сильно отличается от общей медицины. Я работаю сам детским тренером и вот часто сталкиваюсь со спортивными травмами, очень сложными травмами, например, травма крестообразной связки, разрыв крестообразной связки колена и прочие травмы. Как у нас обстоят дела со спортивной медициной? Кто занимается травмированными и их реабилитацией? Смотрите, спасибо, такой вопрос очень интересный. Вы знаете, что в Российской Федерации есть такой научно-исследовательский институт ЦИТО, да, Центральный институт травматологии и ортопедии, там было и есть отделение спортивной и балетной травмы. Это совершенно другое направление в медицине, которое настолько надо
глубоко в этом во всем разбираться. Понимаете, вот если человек, который просто ведет стандартный образ жизни, да, он не спортсмен, не профессиональный спортсмен, да, он там, допустим, поломал там руку, ногу, неважно, или там потянул связки, для него там 3 недели реабилитации, там последует, в гипсе, потом реабилитация, это как бы, Стандартная нормальная, процедура. стандартная процедура. Для спортсмена это очень критические даты, когда 3 недели в гипсе, потом и так далее, реабилитация. Да, в этом направлении у нас сегодня вот так, чтобы это направление развивалось, мы этим не... Вот сегодня, открыто говорю, вот этого у нас детского там и спортивной травмы у нас нет. По поводу того, что профессиональный уровень врачей, как вы их проверяете? Например, когда я записываюсь к врачу, для меня очень важно почитать отзывы о больнице и о докторе. Я не нашла отзывов, потому что я не нашла сайт республиканской больницы. Как так в 21 веке у нашей самой большой больницы нет сайта? Нашла отзывы, но уже на других сайтах. Это были в основном туристические порталы, которые описывали, что попадали в республиканскую больницу, когда они отдыхали здесь. Хочу сказать, что в основном были хорошие отзывы. Негативных пару штук я почитала. В основном они касались того, что не могут дозвониться по тем номерам, которые указаны в интернете. Например, вот 2 номера: 226 10 25, 222 23 57. Я решила проверить. Может быть, я не знаю, летом много работы, и они как-то не дозвонились. Я попробовала. Это было в четверг в 5 часов вечера. В принципе, рабочий день. Я не дозвонилась. Хочу, чтобы вы это прокомментировали. И второй вопрос: почему у вас нет сайта? И, кстати, еще один отзыв, который информативный. Я думаю, мы эту тему тоже как-то дальше обсудим. Вот пишет Олег Гросс. Он написал: делали аппенdiктомию. Это аппендицит, да? Да, удаляли. В хирургии. Отличные хирурги, добрый и внимательный персонал. Попросили за операцию 23 тысячи, но я дал от души 10 тысяч. По поводу этих неофициальных платежей я вас предупредила. Эту тему тоже мы обсудим чуть дальше. Конечно. Начнем, наверное, все-таки с сайта. Первое, да, что касается сайта. Сайт республиканской больницы есть. Что касается того, чтобы была обратная связь с пациентами, буквально вчера с одним из моих друзей этот вопрос проговаривали. И мы в этом направлении уже думаем. Будет делегирован человек, который этим будет заниматься. И обязательно сегодня мы живем в век информационный, век IT-технологий, безусловно. Без этого у нас есть понимание, что без этого нормальное движение вперед больницы невозможно. Безусловно, мы над этим уже начинаем работать. Это серьезный такой вопрос, который мы уже проговариваем, прорабатываем. Потихонечку, я думаю, что в этом направлении мы, конечно, достигнем успехов. Что касается негативных отзывов, это могли быть коллеги из других больниц. Вы сказали, что 2 буквально там было отзыва, да? Но почему конечно, не я дозвонилась шучу. я до приемного покоя? В приемном отделении есть городской номер. Номер телефона, он вот следующий: 222 20 98. 222 20 98 – это стационарный телефон приемного отделения. Может быть, у вас был другой номер телефона, Эти номера указаны в интернете, в поисковике. Возможно, старая информация. Видимо, произошла какая-то ошибочка. Вот эти номера, которые вы называете, я давно уже работаю в больнице. Честно говоря, я о них не слышал. А давайте мы сделаем проще. Сейчас Эрик Эдуардович то, что номер называет, мы проверим, как сейчас... Вы наберите, чтобы вы не думали, что мы сейчас со своих каких-то номеров... Если это не будет, то мы уже будем знать, что этот телефон не реагирует. 4 двойки, Может, номера там 098. неправильные на Да, старые. Говорите. 4 двойки, 098. 098 222 20 98. Совершенно Звоню, верно, вот и на да. громкую связь ставим. Давайте. Давай. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. С кем говорю? Это республиканская больница? Да.
С кем говорю? Как вас зовут? Меня Лика зовут. Лика, очень приятно. Меня зовут Анна. Это была проверка связи. Да, Спасибо. мы звоним с абхазского телевидения. Мы Спасибо. звоним с абхазского телевидения. Разговор в программе «Аргама». До свидания. Как кто хочет стать миллионером. Ну вот вы видите, что Вы оказались лучше на информация на самом деле очень много зависит от подачи информации. Огромное уважение за то, что вы, не зная вопросов, которые Эрик Эдуардович пришли, отвечаете открыто на наши вопросы. Они вообще не ожидали, что вы будете здесь на этой передаче. И мы не знаем, какие вопросы вы подготовили. Вот да, такая-то импровизированная передача. В продолжении, почему я перед тем, когда я готовился к передаче, я спрашивал своих коллег, спортивных реабилитологов, просто патриотов, которые просто хотят знать, как устроена система. Касаемо спортивного вопроса, очень много спортсменов, не достигших 16-летнего возраста, бросают спорт по причине травмы. Потом, впоследствии, все эти ребята, девушки, они оказываются не в том месте, не в надлежащем месте, где им нужно было бы быть, на спортивных аренах, на спортивных мероприятиях и прочих местах. Поэтому, есть ли у нас будущее в этом вопросе, потому что этот вопрос в мире спорта очень животрепещущий. Вот я еще раз в продолжение моего ответа хочу сказать, ко мне лично обращались ребятки, которые занимаются спортом. По-моему, ему было 14 лет, вратарь, привычный вывих плеча и так далее. Понятно, что вратарь, руки, плечевой пояс – это основа, да, его спортивной деятельности. Вот я лично договаривался со своими коллегами, которым доверяю, да, в Российской Федерации. Были другие случаи, когда они напрямую ко мне, как министру, обращаются за помощью, учитывая то, что ребятишки спортсмены, да, там передний крест, задний крест, травма коленного сустава, там у кого-то уже там гонартроз, запущенные ситуации, спортсмены, которые сегодня действующие играют, которые вышли уже в запас, но тоже играют за наши районы, за наши профильные министерства и так далее, тоже обращаются к нам, мы стараемся их отправлять в хорошие ведущие российские клиники для того, чтобы они получали там достойное лечение. Но здесь пока, ну, давайте как, пройдет какое-то время, мы с вами встретимся, еще раз вернемся к этому вопросу. Деятельность расширяется у нашего министра, теперь он будет озадачен этой проблематикой тоже. Что хотелось бы добавить, Эдуард Валерьянович, когда касаемся детской темы, только что в передаче был проговорен этот вопрос строительства детской больницы на базе, на территории республиканской больницы. Во время дежурства к нам периодически поступали детишки с травмами головы. И по сей день они, к сожалению, поступают. И вот для того, чтобы есть отдельное направление детская хирургия, детская нейрохирургия. К сожалению, некоторые наши коллеги, взрослые хирурги, у них опыта нет работы с детьми. И нам приходилось вызывать, снимать с дежурства детского хирурга, который находится на круглосуточном дежурстве, так же, как и мы в детской больнице, отправлять за ним машину или же на его же транспорте привозить его к нам. То есть вот эти моменты, они занимали очень много времени, которое было, это было недопустимо. Точно такая же ситуация, когда, например, мы знаем, когда говорим о дефиците кадров, что в детской больнице нет нейрохирургов вообще. То есть нейрохирурги, да, через какое-то время у нас будет возможность сосуществовать вместе, буквально там между нами будут шаги. И очень жаль, что наш коллега, бывший главврач детской больницы, Игорь Избеевич, наш друг, до этого не дожил. Мы сейчас подойдем к вопросу, который уже частично озвучила Анна, говоря об аппендиците, сколько стоит аппендицит, то есть операция, да, к проблеме неофициальных платежей. Если мы не обсудим, все равно нас на самом деле не поймут. Неофициальные платежи есть везде, в медицинских учреждениях у нас, везде вот они есть. Вот хотелось бы узнать, в республиканской больнице вот эти платежи, они проходят через кассу, имеет ли сама больница как учреждение какие-то дивиденды от этого, что-то от этого вкладывается в развитие самой больницы, или же вот
пока это еще никак не оформлено. Сегодня сразу за один какой-то период времени сложно что-то изменить разом, кардинально. Нет. В этом роли очень ведется серьезная работа. Взаимоотношения, финансовые взаимоотношения между пациентом и доктором. Это вот такой вопрос, который давно уже муссируется. И есть ли какие-то финансовые отчисления в больницу? Вы задали такой вопрос. Нет, таких финансовых отчислений в больницу нет. Если какие-то требуются финансовые средства, администрация использует свои личные средства. Ну, на скажите, то, все равно же чтобы там эти каждая вопросы операция, вот покрыть. скажем, вот сумму там турист озвучил, никто из наши озвучивают на улице, но так я и не Это встречала первый нигде. вопрос. Но каждая операция имеет свою цену, свою стоимость имеет все же. Мы знаем, что в стране медицина у нас бесплатная. Медицина у нас бесплатная, естественно, все врачи, медсестры, санитарки, они получают заработную плату, на эту заработную плату должны существовать, лечить, производить лечение и так далее, и так далее. Ну, наверняка есть какие-то моменты, когда есть финансовые взаимоотношения между пациентом и доктором. Безусловно, они всегда есть. Тут надо говорить, наверное, в этой ситуации о чем? Если речь идет о каких-то поборах, о том, когда доктор ведет себя несоответствующим образом и говорит пациенту дай деньги или же их вымогает, я считаю, что Это во всех больницах, нет, во вот всех. в этом случае, Операция Ирина стоит Шотова, 40 тысяч, 50 тысяч. Во всех больницах в этой, называют, сколько да, стоит в этой операция. ситуации я не считаю, что доктор должен вести себя таким образом. Говорить пациенту да и смотреть ему в карман, это поведение для доктора недопустимо. Эрик Мы Эдуардович, знаем, если вы сейчас, узнаете, что Анна, ваш доктор берет, дайте я вы, договорю, думаю, пожалуйста. узнаете про это, вы можете его как-то наказать или что вы в таких случаях предпринимаете? Да, сейчас я вернусь к этому вопросу. Я своих коллег знаю по-другому. Да, безусловно, в любом, если уж говорить откровенно, наверняка есть какие-то моменты. Все моменты разом, как сказал Эдуард Валерьевич, отрегулировать невозможно. Я своих коллег знаю по-другому. Вы знаете, что мы недавно вышли из этой ситуации, которая называлась COVID-19, да, пандемия. Я почему сейчас к этому вопросу возвращаюсь, хочу, чтобы вы поняли. На каком-то определенном этапе министр мне поручил формирование бригад в Гудаутский ковидный госпиталь. И мы одновременно, бывало, что задействовали около 164 человек. Вот. Они в любое время дня и ночи вставали, ехали, выполняли свою работу. Я не знаю ни одну другую структуру, ни одно другое направление, кроме каких-то там военизированных организаций, когда люди самоотверженно бросаются на вот такие вот вещи, на опасность. А в то время это была опасность. Работа врача, суточная работа врача, врача-дежуранта или медсестры-санитарки, или того же реаниматолога, хирурга, неважно. Это очень такой колоссальный труд. И это надо понимать и пройти, чтобы, знаете, как-то вот рассуждать на эту тему. Я говорю, что безусловно это всё, Ну, давайте не Как будем честь лукавить. мундира, Конечно, вы не Давайте так, я вам скажу, понимаю, да. В этом что вы не направлении можете ведется это работа. сказать. Не да. надо путать вымогательство с благодарностью. Да, мы И не путаем, тогда, кстати говоря. вот да. когда это в формате благодарность иногда может быть больше, чем та сумма, которая может быть заявлена человеком. И, ну, не хочу сейчас все говорить. Мы живем в абхазском обществе, в республике Абхазия маленькое государство у нас. Мы все про всех знаем. Кто как себя ведет. Эрик И тот Эдуардович. человек, который говорит, что вот с меня вымогают, а вы думаете, они ко мне не приходят? Мы с Эриком Эдуардовичем с этими вопросами очень тоже активно боремся. Мы же это все не афишируем, потому что мы понимаем, Вот что как вы сразу... боретесь? Вы можете уволить такого врача? Что вы можете предпринять? Ну, если человек к вам говорит, что он приходят дал жаловаться? денег, а он говорит, ну, а вас чайный Знаете, я на Да. примере. Да. Можно Ничего я не договорю? хочет. Пусть вашим коллегам некоторым будет неловко, когда они смотрят эфир, что вам приходится за них За них отдуваться. отвечать. Затронули очень важную тему касаемо ковида и докторов, которые, не жалея себя, не зная, на что идут, в Гудаутской ЦРБ, где бы то ни было, несмотря на время Да и в суток, Сухумской и в инфекционной. Сухумской, На всей да, территории везде, да, на всей Мачамчира. территории Абхазии. Так будет И правильно. в Айтаре, который госпиталь был, российский госпиталь, наши отзывы о наших врачах намного выше, намного лучше, чем... Результаты. Да, результаты. Самое. Огромное уважение, низкий поклон. С этим ничего не сравнится. Просто
это нельзя не отметить. Нельзя не отметить. Вот будет Защиту, сайт. Там работали те же люди, которые вот по защиту ваших коллег. Берут взятки, Другими словами. Защиту ваших коллег хотелось бы сказать. Может быть, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, может быть, наши благодарности некоторые и породили какие-то неписанные тарифы сверхблагодарности, может быть, породили какие-то тарифы, которые о которых не знаю, но о которых говорят, которые сейчас имеют место быть. Давайте не будем защищать эту систему, которая тоже способствует тому, что наша медицина деградирует. Не надо. Я понимаю, давайте не будем все время возвращаться к ковиду и так далее. Во время ковида кто работал, как работал, мы как могли, кстати говоря, наше телевидение все время, вы знаете, освещали, ездили, и там снимали наши ребята и так далее. Мы все это знаем. Но я почему ставлю этот вопрос? Не для того, чтобы ругать врачей даже, не поэтому. Слушайте, ну если ты доктор, ты там, я не знаю, возглавляешь отделение, или это просто доктор, хирург, или там терапевт и так далее, ты назначаешь тарифы. Но не может этого быть, чтобы главврач больницы не знал. В любой больнице главврач будет знать, что делают его сотрудники, что сколько стоит. Но вот я не слышала, что мне больше всего обидно от медицинского сообщества, чтобы они сказали, вы знаете, нам неудобно, между нами какие-то нецивилизованные отношения между нами и пациентом. Да, зарплата у нас маленькая. Но давайте вот то, что мы определяем, вот эти тарифы и так далее, это же как-то должно получить какое-то обоснование правовое. Хорошо, надбавка врачам, вот если идет, скажем, да, вот это платная операция, надбавка врачам, медсестрам, еще кого-то, больница какие-то копейки получает, и иногда, извините, даже лампочку купить и вкрутить не может хирург, который может за одну операцию 45 тысяч получить. Но это тоже ведь неправильно. Мы здесь транслируем то, что говорит общество, то, что говорят люди. Если я обращаюсь к врачам и так далее, если я считаю, что я могу уделить внимание, я это буду делать, и я не буду ныть, что я это сделала. Обратитесь ко мне лично. Притчей во языцах почему-то во все времена родильный дом, который сейчас отделение, да, родильное отделение, оно подчиняется вам. И давайте мы подойдем к этому вопросу, потому что больше всего раздражения вызывает именно родильное отделение, хотя я считаю, что берут везде. Платят везде. Вот недавно, начнем с чего? Недавно гражданка Панцулая написала в Фейсбуке пост, который комментировался огромным количеством фейсбушников. Мы начали обсуждать этот вопрос, и я помню, что Эдуард Валерьянович, вы правда переживали. Давайте расскажем вот эту историю, потому что и фейсбушники не всегда владеют информацией. И мы не реагировали на, что это было вообще? На эти вещи. Были ряд определенных причин. Я не хотел уходить в споры, тем более в Фейсбуке. Действительно родился ребенок родился тяжелый изначально. После того, как мама пришла, и там мы все эти вещи прочитали, там в Фейсбуке, что было отказано, там обращались в кабинет министров, там было отказано и так далее. Я разговаривал с этой мамой, обращался и к вам. Мы там с вами говорили о докторе, который... Обратился лично я в московскую клинику Башляевой, переговорил с нейрохирургом, заведующим нейрохирургической службой. Просто я сейчас не буду говорить там имена и ребенка, и врачей. Это будет, не совсем правильно, наверное, но обратился к главному врачу этой клиники московской, объяснил ситуацию, что вот родственники, есть определенная ситуация, когда они говорят, что сегодня, сейчас надо вывозить ребенка в клинику, там есть определенная проблема, которую надо срочно оперировать. Да? И это им говорит врач, допустим, я насколько понимаю, он не работает на территории Республики Абхазия, да? Вот им дал такие рекомендации, я поговорил с бабушкой этого ребенка, она была у меня, переговорили с московскими клиниками, да, оказывается, был дополнительно сбор финансов, я об этом не знал, если честно, они мне там уже сказали, что они финансы собрали и так далее, но несмотря на никакие финансы, Министерство здравоохранения, государство, да, весь объем нагрузки финансовой
в виде гарантированной оплаты этого лечения выдано гарантийное письмо, договорились. Они, правда, сами поехали в эту клинику. Я был на связи с главным врачом и с заведующим нейрохирургического отделения. Мне было очень важно, вот учитывая тот резонанс, который произошел в обществе, что сегодня и сейчас этого маленького ребенка надо повезти, иначе произойдет трагедия. Правильно? Так же стоял в обществе вопрос. Да. Вот. Но вот история выписки этого мальчика, который провел в стационаре в Москве по нашему направлению. Выписка состоит из 8 страниц. Вот. Я просто не буду, наверное, из этических соображений там полностью расшифровывать и диагнозы и так далее, но написано, что выявлен врожденный порог развития головного мозга у ребенка. Да? Его посмотрели, да, тяжелая травма, врожденная патология, ну, ребенок реально сложный, да, мы понимаем, что такой диагноз, это очень сложный диагноз, и я разговаривал с нейрохирургом, который мне сказал, что, Эдуард Валерьянович, вот, проведение экстренного оперативного вмешательства ему не показано. Вот в выписке написано. В этих условиях проведение какого-либо нейрохирургического вмешательства ребенку не показано. В стационарном лечении далее не нуждается, может быть выписан домой под наблюдение врачей поликлиники. Понимаете? А вот, да, мальчик тяжелый, ему нужна терапия определенная, там, лекарственная терапия. И мы как помогали, так и будем помогать. И впредь, и ранее ни одному человеку, по крайней мере, вы, ну, не знаете, наверное, все мы понимаем, да, о чем мы говорим. Мы и не отказываем никому, тем более детишкам. И я еще раз хочу сказать, что Министерство здравоохранения и для этого создано, чтобы помогать. Мы на связи вот 24 часа в сутки. Честно говоря, почему этот случай нас очень задел? Просто мы-то в курсе, вот что постоянно происходит. И я вам далее вы скажу, всегда кому-то помогаете. У нас еще проходит сейчас служебное расследование внутреннее в роддоме. Да, вот... Мы пока еще не озвучиваем, потому что оно еще... Мы вот сейчас недавно получили эту выписку, да, мы там с коллегами проводит Эрик Эдуардович служебное расследование внутри республиканской больницы именно направление Вот родоспоможения. тогда, знаете, в комментариях все время что звучало? Почему вот у этой гражданки были претензии к врачу? Гинекологу. Помните? Были очень большие претензии. Вы говорите, сейчас идет расследование. Почему не уволили врача? Ну, сразу доктора взять и уволить тоже не могут. Это все надо изучить и так далее. Чтобы уволить доктора, должны быть по основанию предпосылки. До этого надо для начала понять и выявить, есть ли в этом вина доктора. Потом уже после принимать решение. Вот сейчас, почему Эдуард Валерьянович говорит, не хотим забегать вперед по этому вопросу, да? Только недавно мы провели разбор, то, о чем говорил наш коллега до этого, разбор этого клинического случая. Мы его разобрали, и через какое-то время уже мы будем готовы в рамках вот этого служебного расследования, разбирательства, которое идет, да, которое было назначено Минздравом. И все наши действия, они проходят такую определенную в этом плане этапность. Помимо этих негативных вещей, поверьте мне, имеют место быть очень много позитивных вещей, где помогают женщинам, рождаются прекрасные детишки, и даже в самых сложных, невероятных условиях врачи проявляют максимум своих способностей и творят такие вот хорошие, полезные вещи. Но, к сожалению, мы понимаем, что о хороших вещах никто не говорит, хотя их гораздо больше, чем плохих вещей. Но вот, почему не говорят о хороших вещах? Всегда. Я хотела пригласить Анжелу Кучубери, как третьего ведущего журналиста в нашей программе. Она сказала, что мне неудобно задавать неудобные вопросы докторам, потому что недавно ее отец, оказывается, проходил лечение в Краснодарской больнице, и она говорит, Минздрав и лично Эдуард Валерьянович Будба очень помогли моему отцу. Так что это не должно мешать задавать какие-то вопросы. В следующий раз пусть приходит. Если бы пригласили, тогда бы уже говорили о каком-то равенстве. На самом деле, Эдуард Валерьянович, нет цели задавать неудобные вопросы. Есть цель, чтобы у нас было понимание, как все устроено. Если позволите, моя коллега, реабилитолог, спортивный реабилитолог, попросила меня задать этот вопрос. Минздрав осуществляет лицензирование частной медицинской деятельности.
И очень часто, особенно приезжают зарубежные специалисты, снимают какое-то помещение, чаще всего это просто какой-то гостиничный номер, и ведут прием. Вот как отслеживается работа вот этих специалистов или... Вот тут должна быть правильная обратная связь. Мы же не можем каждого специалиста, который приезжает в Республику Абхазия, на границе смотреть, куда он едет, какие у него цели и так далее. Если мы знаем, и это требует лицензирования и так далее, это все проходит через Минздрав, это одна ситуация. А если люди как бы приходят, им кто-то доверяет своих детей, не зная, какой он специалист, ну тут, наверное, надо обратиться к этим уже родителям, почему они доверяют такого рода людям, которые, как вы говорите, может, они не совсем лицензированы и в этом направлении имеют какой-то опыт работы или там специальность. Это правильно? Да, но почему так складывается, что когда приезжает зарубежный специалист, потому что я знаю случаи, когда приезжал зарубежный специалист, допустил ошибку, родители были вынуждены поехать, то есть в Москву, очень много было переживаний, и вовсе ничего не подтвердилось. Сказали, что ребенок просто есть асызбал и фонер, и вот, то есть ситуация не подтвердилась. Почему, когда кто-то приезжает, зарубежный специалист, мы сразу, то есть это такой, мне просто интересно, почему мы сразу бежим вот к нему, минуя вот А нашу... вот Больше когда, доверяем. если, Да, больше если доверяем. мы вернемся к началу нашего разговора, мы всего, к чему все это ведем? Уровню доверия нашим коллегам из медицинского сообщества, уровень доверия абхазской медицины. Мы сегодня работаем в тяжелейших условиях, согласны? После военного времени, сложных финансовых моментов, когда не всегда возможно было здесь получить ту или иную помощь. Да? Сегодня она здесь выдается, эта помощь. Вы видите, какие изменения есть в онкологической службе. Есть направление. Вот сейчас к нам приехал парень, Астамур Лабио, работал в Центробанке. Больница Центробанка Российской Федерации в Москве. Оперировал на аппаратуре робот да Винчи. Сегодня готов приехать и работать, и уже приехал, рассчитался в Москве, и приехал в Национальном онкологическом центре. И что касается роддома, конечно, не проговорили вопрос до конца. Вообще надо было, конечно, с заведующим роддомом, в общем, надо было с сотрудниками роддома тоже нам пообщаться, потому что как раз-таки зрители просили этого. Люди очень хотят, чтобы рождение ребенка в роддоме оно было праздником, а не беготней, а не превращалось в беготню в поисках денег, средств и так далее, чтобы ребенка выписать. Вот там, где, кстати говоря, рождаются наши дети, наше будущее, это абсолютно не пафосные слова. Это на самом деле наше будущее. Чем больше детей родится, тем больше шансов у нашего государства выжить. Скажите, что вообще, какая тенденция наблюдается в родильном отделении сейчас? Говорят, что очень много рожениц выезжают за пределы Абхазии, рожают в Сочи или еще где-нибудь. У кого есть возможность, они выезжают туда. Что здесь вообще рожениц стало гораздо меньше. Это соответствует действительности? Сложно сказать, что это в разы уменьшение. Да, есть такая тенденция к уменьшению количества родов в Абхазии. Да, она может быть незначительная, но она имеет место быть. С точки зрения, с чем это связано? Ну, сложно сказать в связи с чем это связано. Количество родов, скорее всего, оно остается постоянным, я думаю, то есть с небольшими колебаниями. Понимаем, может быть, многие вещи мы здесь не озвучиваем и не говорим о них. Мы сейчас за короткий промежуток времени, я считаю, что добились довольно серьезных результатов в плане лечения, диагностики, в плане оснащения больницы и так далее, и так далее. Занимаемся мы тем, чтобы вернуть доверие граждан. Поймите, Ирина Шотовна, какие-то вещи мы не можем говорить открыто. Какие-то вещи, ну, поверьте, мы роддому знаем, тоже надо возвращать роддом доверие. в первую Да. Мы очередь. недавно провели большое совещание Роддом с в представителями первую очередь. всех заведующих отделений, всех руководителей служб этого направления. И было очень жестко аргументировано поставлена задача. Вы правильно сказали, пациентка приходит, роженица приходит родить в больницу, в роддом, она приходит за положительными эмоциями, она за счастьем приходит. И мы это счастье порой превращаем не то, что в беготню, а в негатив. Мы в трагедию превращаем. Мы это все тоже понимаем и знаем. И с этим будем, поверьте, бороться, насколько хватит сил.
Можно еще одну ложку дегтя? Я больше вопрос не буду задавать. Уже будут не ложки, Да. более крупные. А в списке препаратов, которые выдаются бесплатно, что в этом списке оказываются наркотические вещества, что существует некая схема. Есть определенный способ выписки этих препаратов. И То учета есть этих И учета этих препаратов. То есть те наркотические препараты, которые имеются, наркозные препараты и препараты обезболивающие, которые имеются в больнице, они выдаются и делаются пациентам по мере необходимости, по мере выраженности болевого синдрома, либо операции. Во время операции и после используются какие-то препараты. Эдуард Валерьянович, вы сказали такую фразу, чтобы вернуть доверие народа. На самом деле не только в области здравоохранения и Министерства образования, везде есть недоверие к государственным работникам. Как я, например, раз цены государствам именно из патриотических соображений, чистых патриотических соображений. Я хочу обращаться к нашим докторам, я хочу учиться у наших преподавателей. На ваш взгляд, как вернуть доверие народа? Слушайте, тут не надо какие-то вещи придумывать. Если вы пришли к доктору, и он вам все сделал хорошо, и в следующий раз вы попадаете в какую-то форс-мажорную ситуацию, или ваши родственники, вы же знаете, к какому доктору пойти, а к какому доктору не пойти. Это же ваш выбор. Мы же в маленьком обществе живем. Поэтому те врачи, которые работают сегодня хорошо, это общество тоже знает. Те врачи, которые сегодня не дотягивают такого уровня, или надо их обучать, или надо уже... Все вопросы упорядочить нужно. Вот даже то, о чем я вот говорила, о взаимодействии доктора и пациента. Вот отношения между ними, финансовые, нефинансовые Пациент и так сам далее. иногда Когда мы вынуждает, все это конечно. нормально выстроим, Да. будет уважение и к доктору, гораздо больше, чем сейчас. Прекрасно мы понимаем, что в вашей больнице, кстати, много хороших врачей, там хирурги, травматологи, нейрохирурги и так далее. Уважаем И не абсолютно. Да, дело не в каких-то конкретных людях, даже просто сама система, наверное, вот такая сохраняется. Хотелось бы задать мне, например, такой вопрос. Я помню в бытность моей работы в парламенте, когда мы утверждали ежегодно бюджет страны, в том числе, значит, бюджет здравоохранения, там всегда была серьезная статья, то есть выделялись хорошие достаточно финансы. Я исхожу, конечно, из нашей ситуации, потому что, опять же, все в сравнении только мы можем говорить, на обеспечение медицинских учреждений препаратами. И в то же время мы всегда знали, что приходишь в больницу, идите купите бинт, купите шприц, купите это, купите то и так далее. И я тогда тоже поднимала этот вопрос. Ну, почему так происходит? Пациент, который обращается к вам, на что он может рассчитывать бесплатно? Что он может у вас получить? Значит, мы, когда говорим о том, что в состоянии оказать медицинскую помощь пациенту, имея в виду в том числе и медикаментозные препараты, вы должны понимать, о каких препаратах и на какой промежуток времени мы говорим. Сегодня очевидно и понятно, что медицинские препараты, они довольно дорогие, и даже в плане на государственном уровне каждого пациента обеспечить этими препаратами за время его госпитализации в больнице, это невозможно, потому что слишком уж дорого они стоят. А что вы можете? Вот из Мы того, что у вас сегодня, есть? я скажу, на первые сутки пациент получает все необходимые препараты. Если это не препараты крайне дорогостоящие или крайне редкие, то все препараты, антибиотики, растворы, шприцы, все расходные материалы, все пациент первые сутки мы стараемся его этим обеспечить. Даже тогда, когда вот этот определенный некий лимит, о котором мы говорим, да, заканчивается, и пациент не в состоянии приобрести препараты, мы в индивидуальном порядке идем ему навстречу, помогаем своими силами из сил аптеки больничной, или же из складов министерства, из отдел Министерства здравоохранения. Абхазфармация, да. Я задам такой вопрос, коллеги, я не знаю, как вы к этому отнесетесь. Вот
Министр здравоохранения, вот вы сколько работаете министром? 1,5 года, с 11 мая 2021 года. Да, окажется, вы долго работаете, потому что столько работы, вот взаимодействия много вот за это время, поэтому, но у вас уже есть, конечно, представление о том, что я хочу сейчас спросить, и у главврача больницы обязательно будет. Можно говорить, что в Абхазии наблюдается падение уровня здоровья людей? Есть какие в медицине такие так называемые сезонные заболевания. Это заболевания, которые, как правило, проходят в определенное время года. Это язвенная болезнь и так далее, и так далее. В общем и в целом, конечно, в нашу работу корректировку внес ковид. У нас состояние пациентов, перенесшие COVID-19, мы только-только начинаем понимать, как с этим всем с последствиями бороться, как адекватно лечить таких пациентов. Мы наблюдаем такие вот вещи, что после перенесенной инфекции COVID-19, да, иммунная система долго приходит в себя, и вот есть такой некие такие проблемы с реабилитацией и восстановлением таких пациентов. А что касается сердечно-сосудистых заболеваний, они во всем мире, конечно, и после ковида мы видим, смертность от этих заболеваний, они на первом месте во всем мире. И мы сказать, что есть какие-то грубые а в цифры этом... у нас есть вообще статистика, Около возрастает 40. или нет? Есть статистика. Есть, мы вам, да, Вообще- предоставим. Просто я, если знал, что мы же пришли без подготовки каких-то вопросов глобально, да, там, если бы я знал, Не, ну я вы же взял- знаете тенденцию, возрастает или нет. Не обязательно сейчас количество называть, не Вообще нужно. во всей, Да. около 40% смертных случаев от заболеваний, это все проблемы со Это сердечно-сосудистой абхазская системой. Во статистика? всем мире. Они Во всем примерно мире. А в цифры Абхазии одинаковые. какая статистика? Примерно Вот мы это не интересно. выходим за эти Ну, вот пределы. важно, кстати говоря, что на это вот обратить мы внимание. У иногда нас какая В статистика? последнее время я слышу разговоры, что очень много стало больных онкологических, с онкологическими болезнями и так далее. Но чтобы мы понимали, наш регион в этом плане всегда был немного таким... Вот мы учились, были студентами, нам говорили, что из вашего региона всегда было много онкологических больных. Ну, То вот есть сейчас, это не сейчас. вот сейчас, Хотя по такое онкологии- говорят и в отношении Северного Кавказа тоже. Как так получилось, что главный санитарный врач страны обвиняется в хищении такой большой суммы? Вы знаете, сейчас Генеральная прокуратура ведется следственное мероприятие. Я думаю, я не уполномочен какие-то вопросы говорить и отвечать на них, потому что сейчас идет следствие, и оно все установит, и они предварительно уже дали свое заключение. Правильно мы понимаем? Я давайте сначала начну, когда в мой адрес было то, что человек находится в отпуске. Правильно Людмила Альбертовна написала там в социальных сетях и так далее. И я вообще, насколько понимаю, когда человек пишет заявление на отпуск, должна быть резолюция руководителя, отпускает он человека в отпуск или не отпускает. И после этого издается приказ об отпуске. Правильно? Людмила Вильбертовна действительно написала заявление 22 июля, вот копия, Ага, вы о знали, том, мы что зададим этот прошу вопрос. вас разрешить отгул с 25 июля 2022 года по 29 июля за счет дней отзыва из трудового отпуска за 2022 год по семейным обстоятельствам, датированное 22 июля. Это пятница. Вот. Как только вот этот документ ко мне поступил, я наложил резолюцию. Тогда у нас повышение ковида пошло. Рост был заболеваемости. Мне Людмила Альбертовна нужна была, потому что я проводил совещание в кабинете у себя в Минздраве. Написал, учитывая санэпид, обстановку, быть на совещании в Минздраве Республики Абхазия 25.07.22 года в 11:00. Это все было 22-го. У меня есть такая привычка. Если я поручаю своему секретарю довести определенную информацию до того или иного человека, мне потом приходят и докладывают. Моя секретарь связалась с Людмилой Вильбертовной в пятницу и сказала, вам надо явиться на совещание к министру здравоохранения в 11:00. После этого будет решен, отпускает ли он вас в отпуск или нет.
Но подписать я не подписывал отпуск. Где Понимаете? сейчас находится Людмила Я не знаю. Вильбертовна? Дальше наши сотрудники начали связываться с Людмилой Вильбертовной, телефон был отключен. И по сей день я не знаю, где она находится. Что касается этой истории со Скорик, мы не можем опередить правоохранительные органы. Да. Конечно, некоторые люди в обществе, они начинают муссировать тему о том, что вот посмотрите, коррупция и так далее. А меня, например, очень устраивает то, что защищая честь мундира, власть не защищает чиновников, если поймали, наказали. То есть то, что это начинается, ну дай бог, чтобы все было, конечно, справедливо и так далее, но то, что не начинают прикрывать никого из своих рядов и так далее, и наказывают, и я думаю, что это вообще-то, это что-то новое. Просто мысли вслух. Мне интересно, что больше раздражает, вот бывает, что людей, пациентов. То, что им приходится порой платить за медицинские услуги, это в то время, как существует закон о бесплатном медицинском обслуживании в Абхазии, или же больше людей волнует вопрос о качестве медицинских услуг. Возможно, важно и то, и другое, ну, конечно, важно, да. И интересно, что людей больше вот на этом этапе уже волнует. Очень многие люди пишут нам, что да все там платное, что вы обсуждаете и так далее. Но тогда, может быть, больше на самом деле зачастую раздражает, может быть, то, что невозможно здесь получить. Многим хотелось бы, чтобы это происходило на месте, чтобы людям не приходилось выезжать по этому поводу. Но мы понимаем трудности такой задачи. Будем потихонечку, наверное, двигаться и надеюсь, что в будущем нам все-таки предстоит серьезное переформатирование нашего здравоохранения. Желание для этого, я вижу, есть. Спасибо вам огромное. Спасибо, коллеги, что вам пригласили. спасибо.